Приветствуем! Сегодня мы погружаемся в историю одной, очень интригующей группы — Алим-Кыргыз. Здравствуйте. Да, они входят в крупное казахское объединение Алимулы-младшего Жуза. Верно. И разбираться будем на основе статьи доктора исторических наук Рахима Бекназарова. Он как раз исследовал их происхождение, там в Северном Приоралье, Шалкарский район, Актюбинская область. Важное исследование. И вот местные казахи называют их Кирмеру, то есть, пришлый род. Да, пришлый. Но вот когда и как они там появились, версий-то много. Говорят, и потомки древнего кыргызского каганата, и переселенцы времен Кенесары хана, и даже беженцы от эпидемий каких-то. Да, разброс версий большой. Наша задача сегодня как-то разобраться в фактах, посмотреть на свидетельства. Ну что, попробуем? Давайте. Сам по себе вот этот феномен Кирме, присоединившихся родов, он очень показателен для кочевой истории. В каком смысле? В состав казахских родов ведь постоянно включались новые группы. Иногда это были, так сказать, соплеменники, а иногда и представители совсем других этносов. А так они попадали. По-разному. Могли быть пленники, рабы, которые со временем ассимилировались, а бывало, что и целые группы массово вливались на договорных условиях, искали защиты, вот как каракалпаки в XVIII веке, например. Понятно. И вот как раз по Алим-Кыргыз есть ведь какой-то документ. Вы упоминали. Да, есть. Очень интересный документ 1750 года. 1750-го. И что там? Там описывается, как Нуралы-хан, это сын хана младшего Жуза Абулхаира, фигура заметная так вот, он вместе с братьями, со знатью, присутствовал на поминках Баймбет-Батыра. Батыром. Да, Баймбет-Батыр был старейшиной рода Шекти-Кыргызлар. Это вот как раз и есть Алим-Кыргыз. Статус Батыра — это уже признанный лидер, воин. Так, подождите. Сын хана приезжает на поминки старейшины пришлого рода. Это что-то значит? О, это значит очень многое. Такой визит — это знак большого уважения, признания статуса. Чтобы пришлый род достиг такого положения, на это нужно время, понимаете? То есть к 1750 году они уже были не просто там жили, а были влиятельной силой? Именно. Это позволяет довольно уверенно сказать, что кыргызы присоединились к Алимулы не позже первой половины XVIII века, а может и в самом начале века. Раньше вряд ли. 17 век, например. Пока нет оснований так считать. Ни письменные источники, ни жижере, то есть устные родословные, этого не подтверждают. Так что первая половина XVIII века — это наиболее вероятно. Хорошо, 1750 год — это важная отметка. А что было потом? В XIX веке, например, они упоминаются где-то? Да, и это подтверждает их, так сказать, укоренение. В XIX веке они фигурируют в документах Хивинского ханства, как один из подродов Алимулы, который платит налоги. То есть вполне себе интегрированная часть. Абсолютно. Потом вот в 1857 году их представители есть в списках почетных людей Орды у Аральского укрепления. Тоже показатель статуса. А в начале 20 века? А в начале 20 века статистик Петр Хворостанский, он описывал население региона, и прямо пишет о них: «Кары-киргизы — пришельцы из Алатау Семиреченской области». Кары-киргизы. Это он так кыргызов называл. Да, в русских источниках того времени кары-киргизами часто называли именно кыргызов, чтобы отличать от казахов, которых иногда звали киргиз-кайсаками. Так что память об их, скажем так, изначальном происхождении сохранялась. В конце XIX века Аристов. Что он предположил? Он считал, что вот эти многочисленные группы с названием «кыргыз», которые встречаются у казахов, не только у Алимулы, но и у Тасы, Жлаир, Найман, Аргун и у других тюркских народов тоже. Да-да, я слышала об этом. Что это все осколки. Осколки енисейских кыргызов. Они ведь входили в состав Джунгарского ханства, а когда оно распалось в середине XVIII века, после войн... То есть это было связано с большими потрясениями в регионе? Они бежали оттуда? Очень вероятно. Джунгарское ханство рухнуло, начался хаос, войны, и вот эти группы кыргызов рассеялись. Некоторые могли двинуться на запад, скажем, к Волге, а часть осела как раз там, в Северном Приоралье, на землях младшего Жуза. И это по времени как раз совпадает с нашим документом 1750 года. Точно. Это отлично укладывается в картину.
Они пришли, видимо, незадолго до 1750 года, как раз в период этих потрясений. Так, давайте сложимся вместе. Документ 1750 года, поздние упоминания, версия Арестова про распад Джунгарии. Какая версия происхождения Алим-Кыргыз кажется самой правдоподобной? Ну, смотрите. Наиболее вероятно, что они появились в Северном Приорале как единая компактная группа. Произошло это в первой половине XVIII века, возможно, во времена правления хана Абулхайра. Как беженцы, получается. Скорее всего, да. Беженцы из разваливающейся Джунгарии. И очень важно, что их переселение, похоже, было мирным, с согласия местных родов Алимулы. Это, видимо, и помогло им быстро интегрироваться. А визит Нуралы хана на поминки. А это как раз и был, так сказать, знак признания, дань уважения их старейшине, их роду. Возможно, за какие-то заслуги перед ханской властью, перед самим Абулхайром. Он ведь был заинтересован в укреплении своего ханства, в привлечении новых людей. Значит, история Алим-Кыргыз– это пример того, как группа, которую считали пришлой, Да. смогла довольно быстро, ну, может, за поколение-два, стать полноценной, уважаемой частью казахского общества младшего жуза. Совершенно верно. Они нашли новый дом, убежище и успешно встроились в уже существующую структуру. Это показывает, насколько подвижными были все эти родовые структуры, этнические границы в степи, да? Да, очень динамичными. Процессы включения, ассимиляции, переопределения свой-чужой — это была постоянная часть жизни. Идентичность не была чем-то застывшим, высеченным в камне. И вот тут возникает мысль. Если тогда родовая принадлежность могла так меняться, то что вообще означало принадлежать какой-то группе? И, может быть, похожие процессы интеграции, формирования каких-то общих идентичностей мы можем наблюдать и сегодня, только, возможно, в других формах. Интересный вопрос для размышления, безусловно. История всегда дает пищу для ума.